Абхазия столкнулась с очередной экологической проблемой. Речь идет о пальмовом долгоносике, наносящем колоссальный вред этому декоративному растению. Впервые красный пальмовый долгоносик был обнаружен в Абхазии в 2016 году. Зона его распространения – Гагарский район. Из почти 200 экземпляров пальм, произрастающих здесь, выявлено 17 зараженных. Перед экологами стоит задача не дать распространиться насекомым на остальную часть республики. Самое важное – это ни при каких условиях не перевозить зеленый материал этого дерева для благоустройства каких-то территорий. Допустим, между Гичрыпшем и Гагарой есть определенный коридор, который в данном случае в нашу пользу. В Гагаре мы не обнаружили случаев поражения пальм. Мы обязательно в этом году создадим возможность для того, чтобы был мониторинг, чтобы мы имели представление о том, какие деревья нуждаются в дополнительных мерах. Самка пальмового долгоносика откладывает до 350 яиц на вершину пальмы. Спустя 7 дней личинки проникают внутрь ствола и начинают поглощать растительные ткани, разрушая сердцевину и точку роста дерева. За свой жизненный цикл пальмовые долгоносики полностью уничтожают стволы пальм, даже взрослых крупных деревьев, которым около 100 лет. У нас были встречи с людьми, которые имеют уже наработанный годами опыт по борьбе с долгоносиком, и нами собран материал, который, в общем, позволяет для того, чтобы его систематизировать. Планы таковы: мониторить, подниматься на уровень верхушки пальмы, осматривать листья, констатировать, если такое бывает поражение, то первый этап – это опрыскивание пальмы, препараты, которые для этого, перед которыми уязвим долгоносик. Сложность заключается в том, что вредителя тяжело обнаружить. Пораженное личинками дерево довольно долго выглядит вполне здоровым. Лишь за 2-3 месяца до гибели ствол пальмы начинает медленно сгибаться, а листья начинают менять цвет. Если заметить кладку яиц вредителей вовремя, дерево можно обработать инсектицидом. Но после того, как жук поселился внутри пальмы, уничтожить его практически невозможно. Дерево обречено на гибель. Есть целая схема по утилизации пораженных растений, потому что они самая главная угроза для распространения дальше. В стволах скапливается огромное количество способных, оживать вредителей и перемещаться на какие-то расстояния. Есть методика, по которой это дерево надо утилизировать. Срезать, сжигать или обрабатывать просто до пропитания всей ткани дерева растворами ядохимикатов. По словам специалистов, Абхазия находится под угрозой проникновения около 20 видов новых для нашего региона насекомых-вредителей. Всему виной глобализация и изменение климата. Государственная инспекция по карантину растений делает все возможное, чтобы предотвратить распространение вредителей по всей Абхазии. У нас находятся на границе наши инспектора, которые отбирают образцы, визуально проверяют, если необходимо, отобранные образцы присылают к нам в лабораторию. И тут они смотрят, если что-то конкретно обнаружат, и против этого будем вести борьбу. Для уничтожения пальмового долгоносика специалисты используют препараты-аттрактанты. Это своего рода приманки. Их использование позволяет эффективно отлавливать и уничтожать вредителей. Экологи надеются, что этот метод позволит бороться с новой напастью. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.